Вячеслав Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте. В последнее время в России все чаще приходится слушать, что стране необходима новая государственная программа по развитию Арктики. Чем в таком случае не устраивает та, что действует сегодня? На самом деле существует несколько таких сквозных документов, которые касаются Арктики. Во-первых, еще в 2008 году была утверждена основа государственной политики Российской Федерации в Арктике, утверждена президентом Российской Федерации. Потом был разработан такой документ «Стратегия развития арктических районов Российской Федерации». В исполнение этого, для того, чтобы тех целей и задач, которые в стратегии сформулированы, достичь, была создана государственная программа. Самая главная критика заключается в том, что, по сути, ничего нового в этой программе нет. И, скажем так, особого акцента на развитие социально-экономической Арктики там тоже нет. Грубо говоря, действовали разные программы. Программа развития образования в Российской Федерации. В ней были какие-то пункты, моменты, которые касались Арктики. Или программа развития здравоохранения. Там тоже немножко было про Арктику сказано. Из этих программ все вместе собрали, и объединили в одну и назвали программу развития Арктики. Но вы видите, особого внимания в программе развития образования в части Арктики не было. Так, некоторые только вопросы решались. Поэтому программа, созданная как совокупность всех кусочков, которые были вытащены из общей программы, она имеет значение только с той точки зрения, что поставлена под контроль и отдельно рассматривается и отдельно управляется реализация этой программы, а ничего такого нового, существенно прорывного в ней нет. Поэтому не успели чернила высохнуть на этой программе, как уже начали критиковать, и мы крайне не можем быть удовлетворены этой программой. И поэтому и Совет Федерации ставит настойчивый вопрос о том, что надо создать настоящую программу, в которой бы действительно выделены главные приоритеты и решались бы коренные вопросы, которые есть в Арктике. Потихоньку, эта идея, как говорится, овладевает массами, как говорил классик, и начинает становиться материальной силой. Иначе говоря, убеждение в том, что надо делать новую программу, оно потихоньку начинает формироваться и на высшем правительственном уровне. Активизация всей работы, она связана с созданием двух специальных органов. Пока что это органы такие совещательные, консультативные. Один при правительстве, Государственная комиссия по развитию Арктики. Ее возглавляет вице-премьер Дмитрий Олегович Рогозин. Я тоже член этой комиссии. А другая, это Совет по делам Арктики и Антарктики, который создан в Совете Федерации. В него входят представители как правительства, так и Государственной Думы, помимо Совета Федерации. Потому что задача этого Совета все-таки проанализировать всю законодательную базу и, возможно, приступить к разработке специального закона по Арктике. Этим сейчас мы занимаемся. Как вы считаете, какова судьба законопроекта о развитии Арктики? О нем говорят уже долгое время, но документ таки не был принят. Почему и когда стоит ожидать его появления? Много лет назад был разработан проект закона об Арктике, но он в свое время, это 7 или 8 лет назад, был отклонен и так лежит под сукном. А сейчас, когда стал вопрос о том, что Арктика имеет особое значение, и роль и значение Арктики, они сейчас совершенно по-другому рассматриваются. Это и связано с разными обстоятельствами. Самое главное обстоятельство – это, конечно, необходимо обеспечить обороноспособность государства в арктической зоне, потому что это зона вероятных столкновений с вероятными противниками. Обеспечить национальные интересы, потому что в связи с тем, что экономическое значение Арктики поднимается, во-первых, из-за ресурсов, которые там сосредоточены, это и минерально-сырьевая база, это и биологические ресурсы, это и транспортные новые возможности, которые там появляются, то, конечно, надо теперь защищать интересы Российской Федерации. Эта защита, она имеет много аспектов. Например, до сих пор не урегулирован вопрос о границах. Мы с вами со школьной скамьи знаем, что там две ниточки тянутся на западе и на востоке к Северному полюсу, пунктирчики, написано «Полярное владение Российской Федерации». Нам это досталось еще от Советского Союза. А на самом деле четко международной правовой основы для этого нет. Надо еще доказывать, что это наша Арктика. Там в Арктике сейчас ведется очень большая работа, которая связана с решением экологических проблем, потому что климат, как говорится, рождается в Арктике. Поэтому значение Арктики для Российской Федерации, оно резко возросло.
И старые документы теперь, с одной стороны, подвергаются ревизии, значит, с другой стороны, стоит задача создать новую нормативную базу для того, чтобы развиваться. И вот когда начали уделять больше внимания Арктике, то сразу стало понятно, что она сегодня у нас под одной гребенкой со всей страной. Значит, как будто там ничего особенного нет, как будто там, как говорится, и такой Краснодарский край, ни северного завоза, ни региональных удорожаний, ни особых условий жизни людей, значит, ничего нет, все в законах одинаково. Значит, и это уже, конечно, становится тормозом для развития Арктики, и теперь становится понятно, что без особых решений, хотя бы такими, какие они были в Советском Союзе, уже невозможно. Вот почему стоит вопрос о том, чтобы вот эти все старые наработки, которые есть, проанализировать, значит, что-то лучше из них взять и в соответствии с новыми реалиями создать новую законодательную базу. Вот этот год, 2015, он особый такой год, потому что очень активно заработали вот эти все структуры, которые у нас созданы, и Госкомиссия, и вот наш Совет. Вот в этом году прошло 4 заседания Совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации. Они были в Москве, были в других городах, например, в Якутске, в Омске, значит, где уже постепенно, как говорится, мы подходим к тому, что просто нельзя уже дальше без новой законодательной базы. Уже нельзя обходиться каким-то локальным решением, надо делать закон. Но окончательное решение будет принято вот в этом месяце, потому что 20 ноября в Москве состоится совместное заседание Государственной комиссии и Совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации. И там как раз вопрос номер 1 повестки дня – это о целесообразности принятия специального закона по Арктике. За последние 20 лет в арктических поселках, как в Якутии, так и России в целом, накопилось огромное количество социальных проблем. Понятно, что для их решения необходимы колоссальные средства. Стоит ли и могут ли жители полузаброшенных арктических поселков ожидать на повышение уровня жизни? Понимаете, жизнь в Арктике, конечно, начала замирать, и это неспроста, потому что как бы замерла экономическая жизнь. Северный морской путь как бы стал нерентабельным, а те минерально-сырьевые ресурсы, которые там добывались, ну, предположим, вот Устьянский улус наш, это знаменитая золотодобывающая промышленность, ввиду транспортных энергетических ограничений, она как бы стала нерентабельной, тоже убыточной. И любой рубль, который вложен в производство, он требует 2 рублей, значит, покрытия с бюджета или еще куда-нибудь. Вот это коренная главная причина, по которой, будем говорить, жизнь в Арктике начала замирать. Но теперь мы постепенно возвращаемся в Арктику, и во-первых, вот вернулись военнослужащие, вооруженные силы. Это означает, что старые поселки, которые созданы цепочкой на побережье Ледовитого океана, начиная от Мурманска и до Анадыря, и в том числе наши Тикси, Чески, они приобретают новое значение. А поскольку это пункты двойного назначения, то следом появляется и возможность, что ли, уже организовать эффективную экономическую деятельность по гражданской части. Потому что все равно деньги тратятся на тот же аэропорт и так далее по оборонной части. Можно использовать это для гражданского населения. Резко возросла значимость минеральных ресурсов. Но чтобы мы потом не говорили, их становится все меньше и меньше. Поэтому то, что вчера казалось чрезмерно дорого, сегодня мировые цены поднимаются, и можно вновь вернуться к этому. Ну, в частности, например, совсем по-другому выглядит ситуация с добычей угля у нас на Колыме. Раньше вот Зырянский угольный разрыв в советское время работал до такой степени, что даже на экспорт уголь отправляли. Но это было связано с низкими тарифами на Севморпутей и так далее. То сейчас он фактически работает только для социальной сферы, которая есть у нас там, и для сельских населенных пунктов. Но вот появились новые возможности, потому что в рамках программы развития Дальнего Востока возобновляется такая мощная горнодобывающая промышленность на Чукотке, требуется электроэнергия, поэтому теперь уже ставится вопрос о необходимости доделать ТЭЦ в Зырянке и построить новую в Чаирском. Значит, и Зырянский угольный разрез получает работу, и, скажем, новые объекты появляются. Вот развитие экономики, оно, конечно, дает основу для того, чтобы повысить доходы людей. Это не легкий путь, это не будет по волшебной палочке. Но факт тот, что уже видно и перемена в оценке значения Арктики, и некоторые уже решения такие принимаются. Поэтому, я думаю, не сразу, но постепенно мы выйдем как минимум на советский уровень. И по развитию экономическому Арктики, и, соответственно, по уровню жизни людей.
Вячеслав Анатольевич, спасибо, что уделили нам время и ответили на наши вопросы. Спасибо.